Дорогие мои друзья, подписчики и гости нашего канала, Политгараж вас приветствует. От всей души огромное всем благодарность за то, что вы смотрели наши последние видосики с проводов зимы и других мероприятий. Отгремели, как говорится, последние салюты праздничные. Да, мы отпраздновали проводы зимы, отпраздновали вербное воскресенье. В храме, говорят, народу было ой-ой-ой-ой. Ну, я честно вам скажу, воскресенье прошел у меня в каких-то своих бытовых семейных делах и не выходил из дома. Тем более погода была вообще никакая. Просто вот это солнечный день, который был у нас в субботу на проводах зимы, так сказать, масленичные гуляния у нас были, да? И вот эта шикарная солнечная погода сменилась просто промозглым, ветер, снег с дождем, просто вообще что-то кошмарное творилось. Как и сейчас, вот я тут заехал с вами на улицу Амосова, и на улице сильный ветер, он просто, вот смотрите, ну вот здесь, вот там видно, как березы раскачиваются просто. Кошмар! Все начало таять, снег везде проваливается на дорогах. Ездить, скажем так, вообще, короче, иногда местами даже не стоит заезжать в какие-то места, где есть снег такой слежавшийся. Можно провалиться просто и вообще оттуда не выбраться. Мы сейчас едем в транспортную компанию, забираем груз. И просто для вас снимаю вот некоторые моменты погодных явлений алмазной столицы. Вот как-то так. Еще раз хочу от всей души поблагодарить всех, кто смотрел наш канал, кто видел наше вот это видео с празднования проводов зимы. Вот. Если я кого-то там случайно не заснял, а там народу было порядка несколько тысяч, и люди постоянно сменялись. Наверное, весь город сегодня, в этот субботний день прошел через центральный парк города Мирного. Я еще, оказывается, не заснял. Там ребята лазили на столбы, получая. Ну, я только награждение призов заснял. Вот, потому что я в это время, как раз, когда они лазили на столб за сувенирами, подарками, я находился на работе. Там небольшой перерывчик, видели? Там начало и концовочка. Вот. Если вы что-то не видели и не успели, как говорится, тоже посетить этот праздник, Алексей СССР, на него канал, заходите, там более полная версия. Он заснимал вообще другие какие-то мероприятия, которые в мой выпуск не попали. Поэтому добро пожаловать. Кстати, заодно поздравить его. Уже у него 3500 подписчиков. Он в YouTube позже появился, но он практически меня догоняет. И всех хочу заодно тоже поблагодарить, всех, кто к нам присоединился. Нас уже 5120 человек. Конечно, не все 5000 нас смотрят, но хотя бы 20% нас постоянно смотрят наши видео. И поэтому за это вам сердечная благодарность. Не забудьте, если вы не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал. Едем дальше, смотрим. Ну и как всегда, под вечер якутская погода отличилась, и пошел снег, и вообще обещают похолодание ночью до 3-5 градусов. Под утро примерно такая же температура будет. Я так понимаю, весь этот гололед, который днем при солнышке немножко растаял, опять превратится в каток. Ну, ничего не поделаешь, селяви, как говорится. И, кстати, вот такие новости. Вот этот светофор, перекресток Комсомольская улица с Ленинградским проспектом. Кто не в курсе, здесь работают работают дальномеры. Если вы переезжаете случайно
как у меня получилось, во время гололеда я случайно перекатился стоп-линию, и все, пришел штраф. Причем очень быстро пришел. Я даже не успел опомниться. Буквально дня через 2, наверное, если не на следующий день. Так что будьте аккуратны. Светофорное регулирование и еще фиксация вот такого правонарушения. Обязательно останавливайтесь на стоп-линии. Это единственный светофор в городе, который вот на стоп-линию реагирует. Ну и, конечно, история опять повторилась, друзья мои. Смотрите. Все. Не знаю, когда, блин, уже придет весна. Окончательная весна. Да. Эх. На этом наши погодные синоптические выпуски заканчиваются. Будем ждать весны. До новых встреч. В эти белые